Город Ростов-на-Дону является крупным административным, культурным, научно-образовательным центром и важнейшим транспортным узлом Юга России с населением более 1 миллиона человек. Здесь живут многие национальности, исповедующие различные религии. Не случайно делегация из Ингушетии выбрала именно этот город из списка планируемых посетить в 2014 году в рамках программы духовно-нравственного воспитания ингушской молодежи, обучающейся за пределами Ингушетии. Здесь, в Большом актовом зале Ростовского дома народного творчества, начала собираться ингушская молодежь. Повод – приезд делегации из Республики Ингушетия. Программа мероприятий включает лекции и проповеди. Цель визита – предостережение нашей молодежи от необдуманных действий, способных негативно повлиять в целом на имидж нашей республики. Ибрагим Батыров, работник муфтията Ингушетии, в своей проповеди отметил: ребята из Ингушетии должны знать, что за пределами республики на них лежит большая ответственность. Они представляют Республику Ингушетию, и поэтому они должны в первую очередь учиться хорошо, ведь потом Всевышним будет спрошено это время, отметил он. Работник Миннаца Магомед Харсиев, переведший первую часть тафсира Священного Корана на ингушский язык, сказал, что вы в ответе за то время, данное вам Богом сейчас, вы должны потратить его максимально эффективно и с пользой, не только для себя, но и для родителей и республики в целом. الجوع خاطر من خطوة وجخيس فاندو أجريمة النها ويدل دعو الإكتاش وبيحات إكره قاطر المواضع عن شبابه فيما أفنى قوموا وجخان أيحكي وجخه مش يحكي ديالو يحكي يحيي ديغة توردش يحيي ديغة طنبج يحكي إذ قاطر نقاسم ديالو عاس يحكي يلي فعليك جخ يحكي يلي من الشرط ميالطبة بيحات يوصم لي فوقيه. Студенты внимательно слушали гостей. В конце мероприятия каждый из них получил возможность задать интересующие их вопросы. Встреча длилась более 4 часов. Магомед Дарсигов, полпред главы республики в Ростовской области, отметил, что проблемы есть. Однако такие встречи, несомненно, будут способствовать исправлению нерадивых студентов. Такие встречи, которые проведены были сегодня, они, конечно, целесообразны и объективно на самом деле воспитывают ту молодежь, которая у нас на сегодняшний день учится в городе Ростове-на-Дону и в Ростовской области. Но можно сказать, что за учебой молодежи очень тщательно просматривает каждые мои доклады Юнусбек Евкуров, глава нашей республики. Это реально, потому что даже если что-то случается, я могу и в 2, и 3 часа ночи ему позвонить, доложить обстановку по той или иной ситуации. И те встречи, которые были проведены сегодня с муфтиятом, огромная благодарность от меня и от всех проживающих ингушей у нас в Ростове-на-Дону и в Ростовской области. Вы сами видели объективность всех суждений и в нравоучении, которые они говорили. Эти встречи полезны бывают. Я думаю, что в дальнейшем эти встречи будут хотя бы раз в год, потому что у людей много вопросов бывает в тех или иных действиях в жизни, которые не каждый может ответить, а только человек, который проповедует религию, скажем так, и может объяснить ясным языком. А на следующий день Магомед Дарсигов принял делегацию из Ингушетии у себя в кабинете. Он поблагодарил гостей, выразив надежду, что это будет не последний визит. В конце встречи он поблагодарил гостей, выразив надежду, что это будет не последний их визит. В конце встречи они обменялись памятными сувенирами и подарками. Магомед Харсиев вручил Магомеду Дарсигову 2 экземпляра перевода на ингушский язык тафсира Священного Корана, поблагодарив за содействие в организации этого мероприятия. Особенно он отметил усилия Зелимхана Гиреева, главы ингушского землячества в Ростовской области, за активную помощь в организации встречи с ингушскими студентами, обучающимися в городе Ростове-на-Дону.